Сегодня во всем мире отмечается День Чернобыльской катастрофы. Напомним, в результате взрыва 4-го энергоблока АЭС, сейчас это территория Украины, участок в радиусе 30 километров был заражен. В России пострадали 19 регионов с населением более 2,5 миллионов человек. А город Припять и 187 других населенных пунктов, в которых проживали более 116 тысяч человек, были полностью эвакуированы. По случаю 32-й годовщины во многих городах проходят митинги и богослужения в память о жертвах трагедии. В Сыктывкаре такой сбор состоялся по традиции у мемориального камня возле первой школы. Пришли сами ликвидаторы, представители МЧС, школьники, руководители столичной администрации и простые жители. Все они вспомнили тех, кто ценой собственной жизни устранял последствия той катастрофы. Я попал вторым набором, то есть я в августе 1987 года поехал. И в повестке было написано на 6 месяцев. Но никто не верил, что нас отправляют в Чернобыль. Мы спросили у майора 4-го отдела в военкомате, куда нас отправляют. Он сказал, на сборы. Но у нас было 20 человек водителей и 1 слесарь. Мы подумали, что на уборку урожая. Думали, ладно, все нормально. И нам сказали только тогда, когда приехали в Златоуст, капитан Чепурнов. Он говорит, ребята, вас отправляют в Чернобыль. Дико было видеть то, что когда увидишь фильм, то посмотришь фильм и увидишь воочию небо и земля. Дико было видеть пустые дома, белье висело, кошки бегали, собаки бегали, как бездомные. И 4-этажные дома, все пустые. Пользуется популярностью школьников на этой неделе единственный в республике музей ликвидаторов техногенных катастроф. Он находится в Ухте. Сюда на экскурсии приходят целыми классами. Здесь собраны защитные костюмы, приборы, медали тех, кого уже нет в живых. Оборудование, с помощью которого ликвидировали последствия ЧП. Мистически выглядят часы, на которых время, как и жизнь в Чернобыле, остановилось в день катастрофы. Единственному в Коми музею ликвидаторов техногенных катастроф уже 4 года.